Эфир продолжает выпуск новостей, в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. Газ в каждый дом. Якутия досрочно выполнила годовой план по социальной газификации. Работа продолжается. Безопасность прежде всего. За этот год сотрудниками Россельхознадзора на станции Нижний Бестяк было проверено 56 партий растительной продукции. Стрельба из лука, корнхолл, полоса препятствий и викторина. В Амге прошла первая устная спартакиада отцов и сыновей. Ленский мост обеспечит четырехкратное увеличение транспортной доступности якутян с 22,2% до 87,3%. Он станет опорным пунктом для важного логистического маршрута Якутии, связав восточную и западную части республики круглогодичным сообщением через реку Лену. Мост обеспечит наземное сообщение между Иркутской и Магаданской областями, соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Он свяжет федеральные автомобильные дороги Лена и Колыма с автодорогой Вилюй. Восточная часть России будет связана с побережьем Охотского моря. Якутия досрочно выполнила годовой план по социальной газификации. На сегодняшний день сетевым газом обеспечены 1874 домовладения. При годовом плане в 1867. По сообщению главы региона Айсена Николаева, всего с 2021 года 7754 семьи Якутии подключили свои дома к газу. Ранее сообщалось, что в программу социальной газификации после 2025 года подключат 7 населенных пунктов – Витим, Пеледуй, Толон, Иннялы, Ортонахара, Чамча Ленского района и село Даппарай-Алекминского. Глава Якутии Айсен Николаев посетил Центр детского творчества в Докучаевске, где планируется ремонт за счет средств республиканского бюджета. Также глава Якутии побывал в городской больнице, где работают врачи из Якутии. Жители искренне благодарны врачам за заботу и внимание, отметил глава республики. Количество пациентов, выстроившихся в очередь к нашим врачам, впечатляет. Якутские офтальмологи планируют провести здесь более 200 операций. В столице завершился Московский финансовый форум. В его рамках обсудили вопросы регулирования инвестиций в бриллианты. Во время деловой сессии представители органов власти Алроса и крупнейших банков страны озвучили меры, которые помогут сделать этот рынок более привлекательным и безопасным. Подробности в следующем материале. Бриллианты могут стать не только лучшими друзьями девушек, но и инвесторов. Уже несколько лет россияне смело вкладывают деньги в драгоценные камни. Ведущие банки страны включили такую возможность в перечень своих услуг. На самом деле этот рынок развивается очень динамично. Вот если сравнить 9 месяцев этого года и прошлого года, в 1,5 раза он вырос. И это элементарно доход для нашей компании. Для наших акционеров, в том числе и основных, это и Российская Федерация в лице правительства Российской Федерации, и Республика Саха-Якутия в лице правительства Республики Саха-Якутия. Алроса одной из первых в мире решила вывести рынок инвестиционных бриллиантов на новый уровень и превратить драгоценные камни в полноценный актив. Подобных предложений практически нет. На самом деле опыт такой для мировом уровне достаточно уникальный. В целом мало где вот так вот прям отдельные инвестиционные бриллианты продвигаются как вот конкретный инструмент сбережения. Хотя все подозревают, что это так, но это всегда в практике это какое-то бабушкино колечко, которое там передается от бабушки внучки и дальше. Вот. А именно вот такой конкретный актив, который там не обременен никакой ювелирным обравлением, это достаточно редкая история. В 2022 году были введены налоговые льготы для физических лиц при покупке инвестиционных бриллиантов. Это дало серьезный толчок для развития рынка. По данным экспертов, доходность в этой сфере составила почти 30%. Однако стали очевидными другие сложности. Например, отсутствие в нормативной базе критериев, по которым тот или иной бриллиант можно отнести к инвестиционному продукту, а также требований к участникам этого рынка. Покупая бриллиант как инвестицию, инвестор должен обязательно обладать достоверной информацией о характеристиках этого бриллианта, о его чистоте, о цвете. Мы ориентируемся на сертификат. Характеристики, которые указываются в сертификате, они определяются разными лабораториями. То есть у нас есть и гослаборатории, есть у нас и частные лаборатории. И насколько вот в этих лабораториях сегодня, в принципе,
имеются опытные специалисты, опытные познания в этой сфере. Здесь, конечно, необходимо тоже законодательное регулирование. По итогам сессии эксперты предложили создать рабочую группу с участием представителей исполнительной и законодательной власти банковского сектора, чтобы подробнее обсудить все проблемные вопросы и найти пути для их решения. Максим Кардозу, Андрей Черкашин, Москва. В этом году при карантинном фитосанитарном контроле инспекторами управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха-Якутия на станции Нижний Бестях было проверено 56 партий растительной продукции из стран Таможенного союза. Так, за 2024 год в Якутию было ввезено 3500 тонн репчатого лука. В эти дни привозят последние партии из Казахстана. Предприниматели поселка Нижний Бестях железнодорожным транспортом каждый год привозят лук из Казахстана. Алижан Качконов имеет 2 магазина в поселке Нижний Бестях, занимается торговлей овощей и фруктов оптом и в розницу. В связи с наступающими холодами разгружают последние партии вагонов репчатого лука. На сегодняшний день на прилавках магазинов поселка Нижний Бестях цена за килограмм репчатого лука обойдется в среднем в 70 рублей. В этом году чуть-чуть урожай поздно был. Чуть-чуть поздно приехал. Вот позавчера один вагон разгрузил, вот сегодня второй вагон. Каждый год я 120 тонн заготовки делаем, до весны продаем. Как товары приезжают, мы обязательно Роспотребнадзор звоним, с ними мы вместе работаем. Один эшелон был, вот сейчас вот последний вагон разгружаем. А вырос цен в этом году есть? Да, есть. Но выросло процентов 30-40, наверное. Да, уже везде сено поднимается, они тоже поднимаются. Там, которые сажают, тоже сено подняли. Там все сено поднимается сейчас. Жизнь такой стал. Все подкарантинные партии с высоким фитосанитарным риском перевозились и сопровождались фитосанитарными сертификатами и соответствовали специальным карантинным фитосанитарным требованиям, предъявляемым к овощам. За 2024 год на территории республики было ввезено смеси сушеных сухофруктов, абрикосы и винограды сушеные, горох и маш продовольственный, орехи грецкие очищенные, рис продовольственный, фасоль, чеснок. Ну и основным ввозом продукции высокого фитосанитарного риска для нашей суровой и долгой якутской зимы является лук репчатый, общим объем которого составляет на данный момент около 3500 тонн. Среди стран-импортеров данной подкарантинной продукции являются Казахстан и Киргизия. Право на выпуск подкарантинных продукций в свободную реализацию на территории Российской Федерации будет зависеть от результатов экспертизы, проведенной иркутским филиалом подведомственному Россельхозу лаборатории. Гульнара Мосова, Мегина, Кангаласский район. Акция «Внимание! Слепой пешеход» проводится в Верхневилюйске. Она приурочена к Международному дню белой трости, символу незрячего человека. Сотрудникам ГАИ в проведении акции помогают студенты первого курса Верхневилюйского техникума. Они раздают листовки, памятки водителям. Специально для наглядного примера окружающим из улусного общества слепых присоединились специалисты и сами незрячие и слабовидящие жители. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых, если увидел 3 взмаха белой тростью. Сегодняшняя акция проводится у нас в центре Наслега, в оживленном месте. Цель ежегодной акции довести до водителей, что на пешеходных переходах можно увидеть сигнал белой трости. Слепые и слабые видящие пешеходы пользуются преимуществом в движении. Как только знак подан, пешеход начинает движение, в этом случае водитель будет предельно внимательным. В Амге прошла первая улусная спартакиада отцов и сыновей. Мероприятие провели в рамках Дня отца и Года семьи в России. В Амгинском районе такие соревнования прошли в первый раз. В них приняли участие 8 команд из 5 наслегов. Команды соревновались по 4 видам спорта: стрельба из лука, корнхолл, полоса препятствий и викторина. По общим результатам победителями спартакиады стала семья Ларионовых из Эмисского наслега. Они набрали 12 баллов. Второе место по корнхоллу, в полосе препятствий и викторине. Организаторы соревнования планируют впредь проводить соревнования отцов и сыновей ежегодно. Соревнования отцов с детьми уже неоднократно проводились. Наши отцы со своими детьми участвуют, вполне занимают
первые места, становятся чемпионами. Отец с чакырского наследия Федоров Николай Васильевич в этом году заняли первое место. А так вот именно такого рода мероприятия мы проводим впервые. В Хандыге в Тампонской модельной библиотеке впервые состоялся фестиваль семейного творчества, на котором были проведены мастер-классы от изготовления пирожных до кастомизации, а также выставки и гаражные распродажи. Подробнее об этом у наших коллег. В Тампонской модельной библиотеке необычный день. Здесь проходит фестиваль семейного творчества. В фойе встречают гаражной распродажей, а в роли продавцов – дети и родители. Я сегодня пришла в библиотеку, и я продаю крашки, игрушки, сквиши. И оказывается, продавцом быть несложно. Только надо научиться уметь читать и не стесняться. И я получила 1000 рублей. На всех площадках параллельно идут мастер-классы. На первом этаже организованы рабочие пространства для изучения цифровой живописи, обучению видеомонтажу. На втором проходят выставка и мастер-классы по завязыванию туристских узлов, по созданию закладок в технике гербарии, изготовлению пирожных и брелоков из натуральной кожи. Было очень приятно, что родители и дети совместно приняли участие в мастер-классе по приготовлению сладкого пирожного. Детям очень понравилось использовать миксер, блендер. Они узнали происхождение, откуда появилась картошка, историю небольшую. И спасибо большое родителям, что они приняли активное участие, помогли нашим ребятам. В этот день каждый нашел себе дело по душе. А главное, родители и дети смогли вместе полезно, весело и интересно провести свой выходной. Прям замечательное, интересное мероприятие для того, чтобы позаниматься с ребенком и показать какую-то другую сторону, кроме гаджетов. Кроме всего прочего, мы очень часто бываем в библиотеке. Я сама часто хожу, так как являюсь активистом, приучаю детей к тому же. Ну и посещайте наши мероприятия, потому что организаторы их действительно классные создают. Стереотип о том, что в цифровую эпоху обычные библиотеки теряют свою актуальность, ломают модельные, где есть кинозалы, IT-парки, игровые зоны. Такие современные условия стали возможными благодаря нацпроекту «Культура», которые и были продемонстрированы на первом фестивале семейного творчества в Тампонской библиотеке. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.